Давайте посмотрим на эти ужасающие цифры. Количество женатых мужчин, которые признались в любовных связей на стороне, в одних только США составляет 57%, а 53% браков в США заканчиваются разводом. Количество браков, которые не разрушились после увлечения одного из супругов в измене, составляет 31%. Почему же ислам разрешил полигамию? В приведенных нами статистических данных нет ничего удивительного. В непрерывном стремлении к наслаждению человечеству не удалось придумать какие-либо законы, регулирующие отношения между мужчиной и женщинами, вне божественных религий, среди которых ислам – последняя божественная религия, подтверждающая прежние писания и отменяющая предыдущие законы. Каждому, кто считает, что мусульмане придают первостепенное значение удовольствию, исходя из того, что ислам позволяет мужчине одновременно иметь 4 жены, следует внимательно рассмотреть следующие цифры. Подавляющее большинство американских мужчин заводят несколько любовниц. В некоторых случаях количество любовниц достигает до 21. Более того, как видно из этой таблицы, 2-3% детей воспитываются неродными отцами, поскольку эти дети родились от внебрачной связи. На самом деле, ислам защищает общество от таких пагубных явлений и, разрешая полигамию, не дает мужчине абсолютную власть над женщиной, а устанавливает правила, первое из которых гласит, что количество жен не должно превышать 4. Во-вторых, он должен быть способным обеспечить их материально и оказывать им должное внимание и заботу. В-третьих, он должен относиться ко всем женам с абсолютной справедливостью. Всевышний Аллах сказал: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или невольницами, которыми овладели ваши десницы. Справедливость включает в себя разделение ночей поровну между женами и предоставление им одного и того же уровня жизни, а также равенство во всех других сферах супружеской жизни. Кроме того, согласно большому количеству исламских ученых, женщина может оговаривать в своем брачном договоре условие о том, что ее муж не может жениться на другой женщине. А если она этого не сделает, ее муж поженится на другой женщине и будет относиться к ней несправедливо, лишая ее некоторых ее прав, то она может подать заявление на развод. Это означает, что ислам разрешает многоженство при условии, что оно не приводит к несправедливости в отношении кого-либо. Так, по какому праву кто-то приходит и говорит, что мы должны лишить этих людей того, что они выбрали по своему желанию? Некоторые люди утверждают, что многоженство представляет собой оскорбление женщин. Но здесь мы задаем вопрос, на который может ответить любой человек, чье видение не размыто порнографическими фильмами или случайными связями. Что является большим оскорблением для женщины? Быть тайной любовницей и совершать прелюбодеяние, или быть почитаемой женой человека, который заботится о ней? Я не думаю, что вопрос нуждается в долгом размышлении. أنفسكم أزواجا لتسكنوا